В 2004 году Улан-Удэ был странным местом, в котором встречались и взаимодействовали множество самых разных культур. Будучи столицей Бурятии, исторически Улан-Удэ во многом был русским городом. В 90-е, когда значительная часть бурятских деревень пришла в упадок, городские окраины стали массово заселяться выходцами из села, а сам Улан-Удэ становится бурятской столицей не только формально, но и фактически. Несмотря на это, все бурятское пребывает в глубоком кризисе. Бурятский язык Улан-Удэ все еще стигматизирован и стойко ассоциируется с понятием колхоз. А, пожалуй, единственный национальный культурный феномен, возникший в Бурятии в первые годы после распада Союза, это бурятская эстрада, расцвет которой пришелся именно на 90-е и нулевые. Это было время расцвета АУЕ и неформальных движений в Улан-Удэ. И послевкусие безумных 90-х, эпохи, когда можно было все, пронизывало пространство вокруг. Итак, раз вы в экстазе, теперь испытаем оргазм вместе с Нострадамусом. Старый добрый аналоговый мир доживает последние, свободные от интернета годы. А бурятская культура находится в, казалось бы, перманентном тупике, проявляя себя лишь редкими вспышками. Одна из самых ярких и неожиданных случается в Ульгере, театре кукол из Улан-Удэ. Всем привет, меня зовут Максим Дашнимаев, и наш сегодняшний выпуск о постановке «Поющая стрела», одного из важнейших бурятских произведений первого десятилетия 21 века. Как кукольный спектакль стал одним из главных высказываний в бурятской культуре начала нулевых и во что превратился спустя 2 десятилетия. Об этом в следующие несколько минут. Вообще, до начала нулевых Ульгер был вполне себе типичным советским, а потом российским театром кукол, правда с бурятским названием, про которое сейчас сложно вспомнить что-то выдающееся. Например, считается, что песня «Пожар в кукольном театре» культовой улан-удэнской группы «Оргазм Нострадамуса» была написана именно про Ульгер. Вообще, здание Ульгера, которое сейчас на реконструкции, одно из самых знаковых в Бурятии. В разное время здесь базировался Бордрам, была стена Цоя, которую потом закрасили. В начале нулевых тут устраивали тусовки любителей электронной музыки по ночам, а в мае 1923 года именно здесь была провозглашена Бурят-Монгольская республика. Как бы то ни было, в конце 90-х директором театра становится Баир Дышенов, который хотел сделать из Ульгера по-настоящему национальный театр и наполнить его бурятским вайбом. Он должен быть просто крутым, бурятским, такого мирового, хотя бы российского уровня именно театром. Поэтому первым делом он набирает молодежь с бурятских деревень и отправляет их учиться в театральную академию в Петербург. А в качестве главного режиссера приглашает Эрдени Жалцанова, бывшего актера бурят-театра, драматурга и своего товарища по учебе в Питере. Эрдени сразу начинает ставить бурятские вещи. Сначала «Ангара, дочь Байкала», а в 2004-м начинает работу над постановкой, которая станет его главной работой в театре – «Поющая стрела». Саму историю про войну между двумя батрами Эрдени увидел в сборнике бурятских сказок. Это был короткий рассказ на пару страниц, который Эрдени превратил в пьесу. И тогда же, в 2004-м, вместе с только вернувшимися из Петербурга Арсланом Бедагаровым, Жаргалом Ладоевым, Дашир Абдановым и Дембрылом Улзутуевым буквально за месяц превращает пьесу в спектакль, все действие которого происходит на спинах 2 лошадей. Золотой состав Арслан, Дембрыл, Дашир, Жаргал – это четверка. Мы создавали этот спектакль с Эрдени Батачевичем. Сценарий там прям бомба, мне кажется. Там все просто и гениально было. Интересно, что художником этой бурятской постановки стала этнически русская Ольга Акимова. Вообще, сам Эрдени говорил, что визуал «Поющей стрелы» вдохновлен работами Церен Намжила Ачирова, одного из важнейших бурятских художников 20 века, который при жизни не получил особого признания. Почти всю свою жизнь он прожил в селах Кижинги, работая учителем, собирая этнографические материалы и параллельно создавая свои работы. Несмотря на то, что как художник он не имел никакого официального статуса или звания, сегодня его творчество воспринимается как одно из наиболее самобытных и глубоких из всего, что было создано в Бурятии в изобразительном искусстве.
какой гениальный Евгений Батачирович, да? Это настолько актуально, бурятская тема, и вообще и политики там оказалось очень много. Этот спектакль поставили в 2005 году, и он, мне кажется, будет вообще, как классика, актуальный на все времена. Как бы то ни было, в 2005 году спектакль показывают в Улан-Удэ. А еще через год после показа в Москве «Поющая стрела» забирает главную театральную премию России «Золотая маска» за лучший кукольный спектакль, а Жаргала Ладоева признают лучшим актером впервые в истории Бурятии. В самой же Бурятии ни премия, ни спектакль не стали большими событиями, и в жизни актеров мало что поменялось. Однако именно после этого успеха УЛГР состоялся как самобытный национальный театр. Через 4 года Эрдени возьмет еще одну маску как режиссер, который закрепит его статус в официальной культуре и на следующие 10 лет уйдет в тень. По-настоящему напомнив о себе только в ковидный год с мультфильмом «Бадмай и Чагдар», который станет событием в соседней Монголии. А успех «Поющей стрелы» будут еще долго вспоминать в следующие, не особо богатые на достижения годы. Сегодня, в середине 20-х годов, многое изменилось. Улан-Удэ все больше наполняется самобытным азиатским вайбом. «Поющая стрела» играется до сих пор, уже без Жаргала, и, наверное, не так хороша, как при золотом ульгеровском составе. Вряд ли сегодня кого-то удивит визуал. Все-таки Эрдени гораздо больше драматург, чем постановщик. И ценность «Поющей стрелы» в тексте, который за 20 лет не потерял своей актуальности. Помимо сквозной темы войны, в «Поющей стреле» сформулирован генетический и духовный код бурятского народа. Кто такие буряты и где их место в мире? Моя любимая часть спектакля – концовка, где Эмэл Батов сравнивает свой народ с одуванчиками. Вот он есть красивый цветок, а вот дует ветер, лепестки разлетаются, и его больше нет. Но в то же время он везде. Еще я понял, что в «Поющей стреле», как и почти во всех бурятских сказках и легендах, нет внешнего врага из другой страны, а главный злодей и протагонист – это такой же бурят. И это довольно много говорит о нашем народе.